Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии работает Елена Янак. Основные новости на сегодня. 19 сентября начинается период подачи документов в примары и советники. Башкан Гагаузии обсудила с турецкими инвесторами возможность построить обещанный аэропорт. 16 сентября этнографический музей в Бишалме отметил свой день рождения. «19 сентября начинается период подачи документов по выдвижению кандидатов в избирательные округа второго уровня. Это в примары и советники муниципиев Кишинев и Бельцы, а также районные советы. Для регистрации кандидатам необходимо будет подать пакет документов. В него входит письменное заявление о регистрации, решение или постановление из протокола заседания Центрального или территориального органа политической партии, избирательного блока о выдвижении кандидатов, биографические данные кандидата, заявление кандидата о согласии баллотироваться на выборную должность, декларация об имуществе и личных интересах за последний год, заявление о несудимости кандидата, заявление о том, что он не занимает должности, несовместимые с избираемой должностью в течение всего срока его полномочий, заявление об отстранении от занимаемых должностей с момента начала избирательной кампании, копия диплома об образовании, копия диплома, удостоверяющего личность кандидата, выписка из Государственного реестра юридических лиц. Для независимых кандидатов вместо выписки о выдвижении необходимо принести подписные листы с необходимым количеством подписей за него. По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, в выборах 5 ноября могут принять участие 60 партий. Будут избраны 898 примаров и 11 058 местных советников. Всеобщие местные выборы, которые пройдут 5 ноября, обойдутся государственному бюджету приблизительно в 178 миллионов леев. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул написала на своей страничке в Фейсбуке о том, что во время своего официального визита в Турцию ей удалось провести встречу с одним из крупных турецких инвесторов инфраструктурных проектов. Глава Гагаузии написала о том, что с инвестором они обсудили готовность строительства современного аэропорта в Гагаузии с ориентировочной стоимостью в 200 миллионов евро. Это очень значимый проект. Аэропорт станет хабом между Востоком и Западом, откроет новые возможности для взаимодействия молдавских бизнесменов с коллегами из Турции. В конечном счете все это благотворно отразится на экономике Гагаузии. Башкан отметила, что уже начата процедура первого этапа – подготовка документов для оформления и формирования земельного участка для передачи Чедерлунги под строительство транспортного объекта. При положительном решении в течение 3-4 месяцев инвестор обязуется начать проектирование аэропорта и подготовительные работы. — 16 сентября этнографический музей в Бишалме отметил свой день рождения. В музее хранится обширная коллекция экспонатов общей численностью в более чем 15 тысяч. Первым настоятелем музея стал именно Дмитрий Карачебан, местный библиотекарь, который получил право использовать в качестве музея старое здание сельского совета. Дмитрий Карачебан был и библиотекарем, и фотографом, и художником, и плотником, и даже кинооператором в музее. Причем в первый год в музее работал фактически на общественных началах. И лишь через год руководство колхоза решило платить настоятелю музея зарплату. Началась кропотливая работа по сбору ценных предметов в различных селах Буджака. В 1969 году музей оформился официально, был взят на государственное обеспечение. Это позволило установить контакты с различными учеными, исследователями тюркского мира, после чего исполняемость музея улучшилась не только в физическом плане, но и в смысловом, потому что удалось узнать историю многих предметов, назначение и родословные которых не были понятны. Карачебан ушел из жизни в 1982 году, а через 6 лет, в 1988 году, музей был назван в честь его имени. Еще через 5 лет, в 1993 году, на музей обратила внимание и ЮНЕСКО. Он был включен в периодический бюллетень организации с пометкой «Уникальный очаг гагаузской культуры». На сегодняшний день является главной достопримечательностью села Бишалма.
Тяжелоатлетка Елена Еригина в восьмерке лучших на чемпионате мира в Саудовской Аравии. Уроженка Гагаузии Елена Еригина-Гальчик приняла участие в составе сборной Молдовы на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди взрослых, который проходил в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия, где заняла 7-е место в сумме двух движений с результатом 235 кг. В весовой категории до 81 кг она подняла штангу весом 107 кг в рывке, а в толчке 128 кг. Отметим, что в сумме двоеборья результат Елены Еригиной оказался лучше на 1 кг, чем на чемпионате Европы в Ереване, где она стала бронзовым призером. В еврейском благотворительном центре Хесед Рахель звучала только еврейская музыка и песни на идиш. Ее исполнял рыбницкий артист, музыкант оркестра «Рыбничане» Игорь Лики, известный многим под творческим псевдонимом «Скрипач на час». Подробнее в репортаже наших коллег Лик ТВ. В этот день в еврейском благотворительном центре Хесед Рахель звучала только еврейская музыка и песни на идиш. Ее исполнял рыбницкий артист, музыкант оркестра «Рыбничане» Игорь Лики, известный многим под творческим псевдонимом «Скрипач на час». Участники встречи, подопечные Хесед Рахель, с интересом слушали не только знакомые композиции, но и увлекательные истории из жизни артиста. Как оказалось, он хорошо знаком с культурой и традициями еврейского народа. Его соседями по дому и коллегами по работе были евреи. Когда мы играли, Марик говорил: для вас сегодня играет коллектив «Газет Митпарносен». Ну, то есть здоровье и деньги. Я вообще-то трижды еврей, потому как я 60 лет играю на скрипке, тот, кто проиграл 20 лет на скрипке, это еврей, получается. Ну, это так, шутка-шутка, у меня очень много друзей в Израиле. Биографический рассказ с искрометным юмором, зажигательной композицией не оставили никого равнодушными. Встреча очень понравилась, узнал много интересного об этом популярном музыканте. Его биография. Встреча прошла тепло, мы пообщались, послушали музыку. Очень приятные впечатления, связаны прежде всего с тем, что можно было еще раз окунуться в мир еврейской музыки. Очень много было в репертуаре у Игоря элементов клезмерской музыки, и это, конечно, завораживало. Ну и с другой стороны, это еще раз возможность вспомнить детство, когда собирались за праздничным столом и звучали знакомые мелодии, и это согревает. Очень было приятно пообщаться, провести эту встречу в кругу своих друзей, знакомых, коллег, руководителей, и в том числе поближе познакомиться с Игорем, который играл на скрипке. Довольно очень красиво, красочно, очень много интересного он нам рассказал, и все остались очень довольны. Благодарим организаторов и руководителей, и, конечно, Игоря, который внес очень много интересного в нашу встречу. Спасибо большое. Под впечатлением остался и сам музыкант. Встреча прошла интересно, в первую очередь даже для меня. Почему? Потому что вспомнилась молодость. И все то, что связано с жителями нашего города, еврейской национальности. Были такие люди, которые помнят о таких временах, что это большой пласт временной затрагивается здесь. И поэтому мне было очень интересно присутствовать вот на данном маленьком так называемом импровизированном концертике, где я просто рассказывал о своей жизни и играл хорошие, давно забытые еврейские мелодии. Пожалуй, уже мало кто их может сыграть в нашем городе, по крайней мере, это идиш-песни. Тум-балалайка, черебим-черебом, еврейская свадебная и другие известные композиции прозвучали в этот день. 2 часа пролетели незаметно. Организаторы мероприятия, еврейский благотворительный центр Хесед Рахель, планируют и дальше проводить подобные встречи и знакомить своих подопечных с интересными, творческими, талантливыми людьми нашего города и республики. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.
Это были все новости на сегодня. С вами была ведущая Елена Янак. Подписывайтесь на наши социальные сети: Facebook, Instagram, Контакт, Одноклассники, TikTok и сайт atv.md. До скорых встреч!